Официальный партнер проекта – Центр страхования «Аккорд Экспресс». Партнер проекта – Республиканский врачебно-физкультурный диспансер. Участники проекта «Реальный футбол» готовятся выйти против мастеров Уфы. Это любители, собранные практически наугад. Поступило порядка 400 заявок не только со всей республики, из разных городов России. Чуть более 30 человек пригласили на тестирование. Некоторых исключили сразу. У них разный уровень игры в футбол, но за 1,5 месяца им нужно стать единой командой, чтобы дать бой клубу премьер-лиги. Поможет в этом тренерский штаб из Уфы во главе с легендарным Евгением Перевертайло. Позади 3 тренировки, впереди еще больше работы. В общем, я решил придумать себе определенную роль в этой команде. Вот хожу без дела, всякие глупости говорю. В общем, здесь нужен тренер-мотиватор хороший, который крепким словцом заведет команду, взбодрит ее. Юлгельдян, давай, чебаркуль поешь. Кажется, у меня неплохо получается. Давай, точно в ногу. Не позорь БСТ. Круто получается. Наказание за опоздание. Сразу вот здесь 30 отжиманий и в пару к Анастасии. До матча с Уфой все меньше времени, а прогресса нет. Твоя задача пойти и направить его, постараться, чтобы он пошел туда, к угловому флажку. Нервы тренеров на пределе. Перебор вратарей. Один раз папа такой мяч пропустил. Прямо ему в очко закатилось. Наставники решают, кого исключить. И подготовка к матчу со звездами. Впереди первый товарищеский поединок. Дисциплина по-прежнему хромает. Евгений Перевертайло, конечно, милый человек на первый взгляд, но к работе подходит профессионально и требовательно. Евгений Перевертайло, наставник клубов премьер-лиги, в сезоне 2015-2016 возглавлял уфимскую команду в качестве главного тренера. Именно при нем раскрылся нынешний полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко. Кроме того, 64-летний специалист работал главным тренером в Нижнем Новгороде, Балтике, Тосно и Сибири. Тренерский штаб применяет суровые наказания. Даже к богиням. Тебя там Денис Витальевич ждет. Какие ценные указания хочешь дать? У тебя там подружка, между прочим, видишь, парня себе нашла. Здравствуйте, Олеся. Да. Опоздание у нас Что там он наказывается. Можешь 15 приседаний, 15 отжиманий. Так, чтобы равномерно распределить нагрузку на организм. Давайте, хорошо. Сначала приседания, потом отжимания. Анастасии на самом деле не нужно делать суперсет, но раз она помогает. Ходить с ним на свидание, но я думаю, это слишком просто будет. Да, можно облегченный вариант. По тому же сценарию проходит начало тренировки у Антона Саранцева. Если от Олеси это ожидаемо, то от него совсем нет. Человек ради футбола поменял работу. 30 отжиманий, Антон, за опоздание. Сразу вот здесь 30 отжиманий и в пару к Анастасии. Будем считать, что Антон опоздание отработал. Приступай. Робот, что тут скажешь? Начало тренировки стандартное, вновь заправляет разминкой Наиль Хабибулин. Это все прелюдия. Самое сложное начинается во время игровой практики. Тренируют быстрые атаки 2 в 2, и вот здесь Денису Иванову сложно сдержать эмоции. Денис Иванов – самый бескомпромиссный наставник реального футбола, прошедший футбольную школу Уфы. Тренер команды 2002 года рождения не даст спуску никому. Некоторые игроки не знают, где стоять, что делать. Это не команда, это хаос. Твоя задача идти активно в единоборство, при этом направлять его куда? В какую сторону? В середину. Или где опаснее? Где опаснее? Вот здесь или вон там? Тут опаснее. Ну, конечно, твоя задача пойти и направить его, постараться, чтобы он пошел туда, к угловому флажку. Там ему сложнее будет, а тебе легче.
То есть, как только мяч пошел, максимально быстро, то же самое, ну ты страхуешь. Если пойдешь так, он сместится, может пробить. Правильно? Тут же пытаются отработать. Получается, как ни странно. Тренировка супер. Сейчас будет еще лучше. Почему? А что, все получается, не все? Пока что все. Ну, тренировка классная. Реалистам сложно. Тут еще девчонки. Алисия и Настя, конечно, стараются, но все равно непросто. Девчонки стараются, получается. Прогресс есть. С парнями-то, наверное, удобнее, комфортнее. Ну, это да, но смотря где в жизни. Возможно, и с женой лучше, с девчонками, а в игре с парнями. Заметно нервничает Антон Саранцев. Для него это не игра. Реальный футбол воспринимает как реальный шанс пробиться дальше. Ну, приходится работать за двоих, а то из-за троих пустых пространств много. Ну ничего, хорошая тренировка. Не даем бить беспрепятственно. Доигрывай эпизод, мяч не вышел. Иди гол забивай. Что-то получается, что-то не получается. Я думаю, все нормально. Хотелось бы, конечно, лучше, но будем стараться. Закончили. Тренировки хорошие, но не все готовы к таким нагрузкам. У нас тут травма, причем такая достаточно серьезная, по мнению Евгения Николаевича. Что случилось у тебя? Ну, это старая травма. Она не дает мне играть и тренироваться. Порванная мышца у тебя? Да, надорванная мышца, передняя поверхность бедра, внутренняя. А сейчас рецидив, думаешь? Да, рецидив, 100%. Тоже в футбол играл? Да, играл в футбол. И то ли не размялся, то ли она сама как-то неровная, может, какая-то поверхность была. И произошло надрыв, наверное. Слушай, ну тебе нужно в больничку. Чтобы не ты сам принимал решение, играть или не играть вообще, а чтобы те врачи сказали, пока ногу побереги. И так понятно. Потому что травма уже была такая же. И она долго восстанавливается очень. Ну давай здоровья в любом случае, держи в курсе, как там, что. Тебе спасибо. Ну такое бывает, это футбол. У меня было такое. Это на самом деле жесть, там полгода, а может быть даже и больше. Тем более мы же не профессиональные спортсмены, у нас бывает такое не быстро заживающее все. А так, он, конечно, тяжеловато идет. На тренировке между тем намечается двусторонка. Посмотрим, что получится на этот раз. Так, ваш ворот там, наши здесь, да? Дайте передачу ему. Разверни игру. Разверни через вратаря. Вторая половина занятий, как обычно, физика, эстафета – это главная экзекуция тренерского штаба. Десять отжиманий, проигравшие. Есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно. Как горит огонь, как бежит вода и как божественно отжимается Настя Брыкина. А
вообще у нас сегодня еще пополнение женское. 2 близняшки. Я не знаю, кто этот человек, который постоянно к нам спускает вот этих вот красивых и чертовски сексуальных женщин. Мы с этим ничего поделать не можем, мы просто соглашаемся с этим, принимаем их. Но, вы знаете, без какой-то особой боли на сердце. Футбол должен быть красивым видом спорта. Да, может быть, немножко непрофессиональным. Но как они отжимаются. Берем мяч. Эстафета с мячом, без мяча все равно проигрывают одни и те же. Слушай, у тебя 2-я тренировка, и ты как-то так, нормально, ты лучше, чем многие выглядишь в плане физнагрузок. Часто занимаешься? Ну, спортом, да, я занимаюсь с детства, и у меня уже на протяжении 2 лет я профессионально занимаюсь бодибилдингом и фитнесом, и у меня по 3-4 тренировки в неделю, поэтому, в принципе, физическая нагрузка. То есть, смотри, у тебя 3-4 тренировки в зале, плюс здесь еще 2 как минимум тренировки. Нормально вывезешь? Я надеюсь, но сейчас сократила в зале тренировки, потому что, тяжеловато совмещать. Перебор вратарей. Один раз папа такой мяч пропустил. Прямо ему в очко закатилось. Наставники решают, кого исключить. И подготовка к матчу со звездами. Впереди первый товарищеский поединок. Кстати, в команде перебор вратарей. Их 3. Когда против Уфы будем играть, можно всех 3 ворота. Говорит, режим. Будет? Напьемся и лежим. Тренерский штаб ожидает контрольные матчи, чтобы кого-то оставить, а кого-то отправить в свободное плавание. Альберт Хамидуллин родился 14 января 1983 года. Играл за сборную университета по баскетболу, сейчас играет в футбол на позиции вратаря. На проекте осуществляет детскую мечту – хотя бы на время стать профессиональным футболистом. Но будни коротать приходится в магазине запчастей для грузовиков, вместо ямбы и хорея – фитинги и коленвалы, вместо ворот – корзины сцепления. Как говорят, и мишки в цирке на велосипедах учатся кататься. Поэтому и пришлось Альберту Хамидуллину познавать и эту область, выучить 2000 названий. Запчастями относительно недавно начал заниматься. Меня пригласил мой товарищ, сказал, давай будем заниматься, помогай мне. Просто стараюсь разнопланово как-то развиваться, не стоять на месте. А еще Альберт Хамидуллин занимается закупками по тому самому ФЗ-44, кто знает, тот поймет. Это сфера, в которой нужно быть очень усидчивым человеком. Каждые полгода вносятся постоянные изменения, постоянно надо держать руку на пульсе. К тому же у Альберта Хамидуллина 3 детей, правда, по стопам папы не пошли. Например, Марк занимается хоккеем, из-за травмы пришлось пропустить тренировки. Как ты думаешь, папа вообще выдержит такой поединок с Белиновым из ФК Уфа? Наверное. Ты что, сомневаешься? Нет. Ты неуверенно говоришь. Да, чуть-чуть сомневаюсь. Потому что один раз папа такой мяч пропустил. Он прямо стоял вот так вот, и прямо ему в очко закатилось. Вратари – особенные люди, и Кирилл Полтавец это подтверждает. Самый загадочный участник проекта. В прошлом занимался танцами, но тщательно скрывает этот факт. Кирилл Полтавец родился 5 ноября 1993 года. Работает в Республиканском кардиологическом центре, играет не только в футбол, но и хоккей. За Кирилла болеет вся семья, включая 3 кошек. Если вратарь не загадочный, то отчаянный. И Оскар Шангареев именно такой. Он принимает участие во всех, без исключения, мероприятиях. В авторитете только тренерский штаб. Пытаюсь руководить игроками обороны. Привыкаю. Вот команда новая. Ну и как команда? Нормально? Нормально. Кого бы вы заменили? Кого бы заменил? Никого. Нет, это тренеру решать. Кого вы пригласили еще в команду? Кого? Кого бы пригласил? Усилить, чтобы противостоять Уфе. Да? Зидана. Реалити-шоу «Дело серьезное» решили застраховать футболистов. Оскар снова отличился. А вы страхуете от пропущенных мячей? Отличный вопрос, конечно. Нужно будет уточнить. Руководство, да? Да. Хорошо, ладно. Чтобы обезопасить участников проекта, мы выбрали центр страхования «Аккорд Экспресс».
У компании есть опыт работы в этой сфере. Это очень актуально на самом деле, вне зависимости от того, вы любительски занимаетесь спортом или профессионально, риск возникновения и получения травм, он есть всегда. Поэтому, если вы застрахованы, вы гарантированно получаете компенсацию от страховой компании, то есть вы будете уже защищены от определенных рисков. Как показал опыт Ильи Фролова, даже на простой тренировке может случиться неприятность. Страховка поможет решить вопросы с лечением, восстановлением и даже упущением возможного дохода во время реабилитации. Для чего вообще эта страховку оформляют, что она мне даст, какие преимущества? В случае наступления страхового случая, то есть если вы получите какую-то травму при занятии футболом, вы сможете обратиться в страховую компанию и получить выплаты. Любая секция, любые спортивные мероприятия не проводятся без наличия страхового полиса, так как каждый человек должен себя обезопасить. Если это профессиональный спорт, то наличие страхового полиса является обязательным. Здесь разные варианты страхования. Кстати, можно позаботиться не только о жизни и здоровье. Легко оформить ОСАГО или КАСКО, застраховать свой дом, квартиру, ипотеку и бизнес. Где работаешь, кстати, в строительстве? Нет, ты что? А что, мне идет? Ну да, подходит. Бегать так, конечно, не пойдет. Ну, вчера понадобились. Между тем, тренировки продолжаются. И вот в команде пополнения, о котором я уже говорил, надо найти пару отличий, чтобы их различать. Ну ты Кристина, ты Карина. У Карины есть татуха на У руке. нас футболочки разные сегодня. Ну, обалдеть. И волосы я специально не собрала, а она собрала. Но сейчас соберу. Ну не, у тебя татуха. У тебя татуировка. А если с рукавом одену? Тогда все. Ладно, буду футболку Сейчас, ходить. девчонки, осторожно, Виталич идет. Здесь Виталич. Это тренер. Это Видите, такой, взрослый? нет, вот в шортах. Он очень опасен. Будет вас пытать. Кто ты, Карина или Кристина? В целом, стандартная тренировка-разминка, а это ведение, передачи, беговые упражнения, традиционная эстафета на этот раз в начале. Проигравшие, как обычно, отжимаются. Правда, новенькие близняшки скромничают, но Денис Иванов может привести в чувство. А ты, дорогая, что, мимо проходил, что ли? Или что, Вера не позволяет? Если что, Настя может показать, как правильно отжиматься. Может, вы, Дмитрий? Да. Так, давай делим на две группы. Дальше делят на команды. Здесь приходится применять и гендерный принцип. 4 команды должно быть, и в каждой команде должна быть одна девочка. Принимай вперед, посмотри. Ты сейчас чуть покрытие нам не порвал. Зеленый начинает. Все, можно. Предлагаем себе. Здорово, вот. Хорошее открывание и гол. Давайте сразу думать, соображать. Ближе, ближе. Есть. Ай-яй-яй. Ой. Здорово, 3-2. Заключительная атака, ребят. Нарушение. Фол. Здорово, 3-3 закончили. Игра обычная, все отрабатывают, правда, без травм не обходится. Что-то первый блин комом. Близняшки уходят с поля вдвоем, позже выясняется, что все в порядке, но тренеров своевольный выход с поля возмутил. Игрок, если получает травму, получивший травму человек уходит. Не надо уходить вдвоем, троем с поля. Хорошо? Все, всем спасибо. Все, спасибо. Смотрите в следующей серии. Буфон, Платини, Роналдо. Не слышали? Никто из них не сможет сделать то, что делаю я. Первый выход на большое поле. Огромный выбор игроков, правда, невысокого уровня, с большими особенностями. Айдар Галимов и компания против реалистов. Форма только пришла. Надеюсь, что принесет удачу. И форма тоже.
на выход после контрольной игры. Игра контрольная была, и контрольную не сдал. Кто покинет проект на этот раз? Официальный партнер проекта – Центр страхования «Аккорд Экспресс». Партнер проекта – Республиканский врачебно-физкультурный диспансер.